Еще минуту. Чат я не могу смотреть, да? Нет? Демонстрация, что прочитать. Какие бары? Начинаем. Коллеги, добрый день. Напишите, пожалуйста, в чате, хорошо ли видно и слышно нас. Сегодня мы проводим заключительный вебинар по подготовке заявок на конкурс грантов главы Республики Саха-Якутия на развитие гражданского общества. Сегодня 4 июня. Мы прекрасно знаем о том, что 7 июня 23 часа 30 минут у нас завершается прием заявок на конкурс гранта главы Республики Саха-Якутия. Остались считанные дни. Мы надеемся, что эти дни, выходные дни, и сегодня пятница, и понедельник будут с пользой вами использованы эти дни, и действительно вы подадите качественные, интересные проекты на благо развития и процветания нашей республики. Сегодня тема нашего заключительного вебинара – это работа над ошибками, вопросы и ответы, которые мы видим. Единый ресурсный центр поддержки социально ориентированной некоммерческой организации развития гражданской инициативы Республики Саха-Якутия является администратором конкурса по первичной оценке заявок поступающих, поэтому для нас сегодня действительно очень важно провести этот вебинар, потому что есть вопросы, над которыми мы хотим с вами обсудить и вам передать, что каких ошибок нужно избежать. Вот. Меня зовут Надежда Наговицына, координатор Единого ресурсного центра. И разрешите начать наш вебинар. Кроме того, у нас часть ознакомительная, вступление нашего вебинара – это одинаковая, и вы все прекрасно знаете, что если у нас начался вебинар, то нужно в чате написать, кто вы, фамилия, имя, отчество, контактный телефон, электронная почта, куда мы можем выслать вам презентацию и запись вебинара. Поэтому, пожалуйста, давайте поприветствуем. Напишите, пожалуйста, на какой стадии находится разработка вашей заявки, проекта, какое у вас настроение, что вы планируете, успеваете ли вы, какие есть вопросы, потому что мы потом вернемся к чату и ответим на все ваши вопросы. И потом, помимо того, что мы ответим на вопросы, которые появятся в чате, мы ответим вопросы, которые вы можете задать, включив микрофон. Но это будет завершение вебинара. Давайте мы начнем. Мы все прекрасно знаем о том, что вот прием заявок у нас завершается 7 июня, 23 часа 30 минут по якутскому времени, то есть по времени города Якутска. Итоги конкурса у нас будут подведены до 20 августа, и в течение 10 дней победители заключат уже соглашение с уполномоченным органом по проведению организации конкурса, то есть Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия, и проекты наши уже начнут реализацию 1 сентября 2021 года, и проекты должны быть направлены на 1 год. Направление конкурса, вы все прекрасно знаете, что основное отличие данного конкурса заключается в том, что направление стало шире. В прошлом году это было 16 направлений, в этом году у нас
25 направлений конкурса. И вы прекрасно знаете о том, что сумма грантов грантов главы конкурса, грантов главы Республики Саха-Якутия, она почти что удвоена 2 раза. Это мы считаем, что это беспрецедентная мера поддержки, тем более в наших сложных условиях, поэтому наши благополучатели, целевые группы, они нуждаются в нашей помощи, и мы надеемся, что победят именно те, кто действительно открыт, доступен для своих целевых групп и действительно докажет экспертам, что проект уникальный, интересный и действительно могут быть достигнуты количественные и качественные результаты проекта. Прежде всего, первая ошибка, на которую мы хотим вас обратить внимание, что, к сожалению, есть случаи, когда некоммерческие организации подаются по грантовому направлению, которое абсолютно не соответствует уставной деятельности. Некоммерческая организация существует и реализует свою деятельность согласно уставной деятельности. Это устав, это ваш основной документ, это ваше лицо, это ваш имидж, это ваша репутация, это то, чем вы занимаетесь, и то, ради чего вы созданы. Поэтому надо будет понимать о том, что для чего вы созданы. Для охраны природы, защиты животных, для реализации спортивных проектов, по охране здоровья, пропаганде здорового образа жизни, развития волонтерства, детства, защиты, профилактики. Для чего вы созданы? Исходя из этого, вы должны выбрать направление, потому что мы сегодня видим случаи, когда подаются заявки, которые абсолютно не соответствуют уставной деятельности. То есть выбирают направление профилактика правонарушений безнадзорности среди несовершеннолетних, но этого направления в уставной деятельности рядом не существует. Поэтому, пожалуйста, не совершайте такие ошибки. Второе – это вы должны прекрасно знать о том, что кто ваши благополучатели. Вы работаете с детьми, вы работаете со старшим поколением. Это две разные вещи. Вы работаете с кошками, собачками, с кем вы работаете. Потому что тоже есть случаи, когда подаются, например, по направлению по поддержке старшего поколения, но работа, которую мы видим в проекте, она ведется совсем маленькими детишками. А организация совсем другая по поддержке старшего поколения. Поэтому вот таких вот, как говорится, грубых ошибок не должно быть. И прежде всего, перед тем, как подать проект, вы должны все равно понимать, ради чего вы созданы, какая имеется цели, задачи, виды деятельности вашей организации. Пожалуйста, поднимите свой устав и посмотрите, потому что цель, виды, направления деятельности вашей организации, они четко прописаны в уставе. И нужно просто поднять свой устав, пролистать, прочитать, ознакомиться и посмотреть, и выбрать именно соответствующее направление. Потому что 25 направлений конкурса, я думаю, что у вас найдется соответствующее направление конкурса. В этом году тем более обширный спектр направлений конкурса. Кроме того, в уставе у вас прописана география проекта, потому что у нас есть такое понятие, что есть местные общественные организации, да, то есть которые осуществляют свою деятельность на территории определенной маленькой территории, на селе, там, допустим, да, или городская организация, она реализует свою деятельность только на территории города, поэтому, к сожалению, вы не можете реализовать свою деятельность по всей России, то есть реализовать всероссийский проект, либо республиканский проект, то есть нужно ограничиваться, потому что проект, он имеет определенные ограничения, которые должны именно соответствовать вашей уставной деятельности, то есть целевые группы и дополнительная информация, чем вы еще можете заниматься, там, организация семинаров, конкурсов, благотворительной деятельности или чем-то еще, вся эта информация, она имеется в вашем уставе. И если кто-то помогает вам писать проект, разрабатывать проект, то человек должен ознакомиться с вашей уставной деятельностью. Вторая ошибка, которую мы видим сегодня, это о том, что имеется замечание к электронной версии устава. Устав, еще раз повторяю, это основной ваш документ, и эксперты в первую очередь, и в том числе и мы, как администратор конкурса, но в том числе эксперты, которые будут уже ставить вам определенные баллы по определенным критериям, то они в первую очередь прочитают ваш устав от А до Я, потому что действительно это деньги бюджета, это гранты главы Республики Саха-Якутия. Во-вторых, в этом году конкурс проводится при поддержке федерального фонда президентских грантов, поэтому действительно полномоченный орган по проведению конкурсов Министерства по делам молодежи и различные там органы будут все равно проверять, действительно ли, насколько целенаправленно и вообще по целевому были направлены средства.
Устав должен быть читабельный. Мы сегодня видим, что уставы не читаются некоторые, тексты размыты. Может быть, да, действительно уставы сильно прошиты, но все равно они должны быть очень хорошо отсканированы. Страницы отсканированы не по порядку. Вот такие вот вещи нельзя допускать, потому что не должно быть такого, что эксперт сидит и ищет ваше направление конкурса там, в течение там, получаса или сколько-то. Да? Вот. Кроме того, есть обязательное условие о том, что должен быть последний лист устава тоже отсканирован. Обращайте на это внимание. Мы сегодня тоже получили несколько таких заявок, где в уставе отсутствует последний лист устава, где должна быть пометка Управления Министерства юстиции по Республике Саха-Якутия. Вот на это вот обратите внимание. Третья ошибка, которую мы встречаем, это ошибка в форме подтверждения заявки. Форма подтверждения заявки, она должна быть в первую очередь подписана должна быть, вот ошибка такая, что она подписывается неуполномоченным лицом и отсутствует доверенность. То есть она должна быть подписана именно уполномоченным лицом. В форме подтверждения заявки неправильно указано название проекта, запрашиваемая сумма и общая сумма проекта. То есть мы смотрим форму подтверждения заявки, смотрим саму заявку, и они тоже имеются различия. Такого не должно быть. Кроме того, третья ошибка, которую мы встречаем, это в форме подтверждения отсутствует печать и подпись руководителя и печать организации. То есть на сегодня у нас по соответствии порядка расходования распределения грантов у нас одним из обязательных условий является печать организации. Печать организации, она должна быть. И что для этого нужно сделать? Во-первых, информация о лицах, которые имеют право подписи, эта информация имеется в сведениях вашего ИГРЮЛа. Форма подтверждения заявки, она формируется автоматически на сайте в личном кабинете. То есть форма подтверждения автоматически, она загружается очень просто. Когда полностью вы считаете, что проект готов, заявка готова, вы ее распечатываете, и полностью вся информация, которую вы уже напечатали в личном кабинете, она автоматически формируется. И надо просто ее после распечатки формы подтверждения просто нельзя и не надо вносить изменения в заявке. Да, может быть, у вас появилась какая-то мысль, что вы что-то забыли и хотите внести изменения, но тогда нужно заново его распечатать, если вы внесли кое-какие маленькие изменения, потому что краткое описание, сумма гранта, запрашиваемая сумма, общая сумма проекта, она полностью автоматически выгружается уже в форме подтверждения. Поэтому, пожалуйста, обратите вот на это вот внимание. Следующая, четвертая ошибка, тоже распространенная, у нас идет такое вот непонимание, кто такие благополучатели проекта. Благополучатели – это все участники проекта. У нас есть такие случаи, когда в проекте замечательный проект, принимают участие 150 детей, 150 родителей, а почему-то благополучатель только 100. В чем проблема? То есть благополучатели – это все участники проекта, которые получили пользу в вашем проекте. Вы оказали им услугу, благодаря вам, участию в ваших мероприятиях проекта, этим людям стало легче, улучшилась ситуация, они социализированы, они получили дополнительные компетенции, они получили какие-то новые знания, участвуя в вашем проекте. То есть это люди, которые получили от вас благо, то есть они получили от вас добро, счастье, настроение улучшилось, то есть то, что вы оказали им, есть такое понятие, как причинить добро, да, то есть мы причинили им добро, сделали им хорошее, то есть это наши благополучатели. Поэтому если 150 детей и 150 родителей, благополучателей будет 300. Поэтому, пожалуйста, обратите вот на это вот внимание. И это количество благополучателей в предыдущем конкурсе, в прошлом году такого индикатора не было, в этом году она обязательная. Следующая ошибка, которая часто встречается, мы об этом еще говорили на старте конкурса 11 мая. Посмотрите наш вебинар, который имеется на нашем YouTube-канале. Мы говорили о том, что уже на момент подачи заявки у вас не должно быть задолженности, и времени было достаточно обратиться в налоговый орган, в пенсионный орган для того, чтобы понять, имеются ли у вас задолженности.
То есть на момент подачи у вас должно быть отсутствовать задолженность, потому что уполномоченный орган по проведению конкурса Министерства по делам молодежи и социальной коммуникации будет запрашивать информацию об отсутствии задолженности у вашей организации на момент подачи вашей заявки. Поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание. Ну, кроме того, у нас имеются грамматические ошибки. Этого тоже делать нельзя, поэтому, пожалуйста, когда заявка ваша готова, прочитайте от А до Я, покажите своим друзьям, покажите экспертам, чтобы они действительно указали вам вашу ошибку и исправьте. Время еще есть, ничего страшного, да, лето, да, выходные, да, хорошо, но я думаю, что если у нас есть цель, если у нас есть желание исправить ситуацию в лучшую сторону и помочь нашим целевым группам, то мы, думаю, используем эти выходные. Что мы хотим еще обратить внимание? Мы, как эксперты по социальному проектированию, конечно, очень много раз мы говорили, что такое проект, мы говорили, что такое проблема, что такое цель, вообще, что такое логика проекта, что она должна быть и каким образом должен он быть прописан, потому что все-таки социальный проект – это проект, который направлен на достижение количественных и качественных результатов. Без социального эффекта проект не считается социальным. Это конкурс социальных проектов, прежде всего, поэтому мы хотим обратить внимание на ошибки в логике проекта, которые мы хотим, чтобы вы для себя уяснили. Первое, вы должны четко понимать о том, что в социальном проекте обязательно должна быть конкретная целевая группа. Она может быть одна. То есть проект может быть детский, он направлен на детей и подростков, либо проект может быть направлен на детей, подростков и их родителей. То есть должны быть уже несколько целевых групп. То есть, да, поэтому если в вашем проекте принимают участие в том числе и родители, то у вас будет уже две целевые группы – дети и подростки, либо это могут быть их родители. Поэтому в целевой группе вы обратите внимание, всех ли вы включили, потому что бывают замечательные проекты, но в целевой группе почему-то авторы проекта забывают про родителей. Но про родителей в календарном плане указано, в проблеме указано, но как в целевых группах они отсутствуют. То есть вот на это вот обратите внимание. То есть целевые группы могут быть абсолютно разные, в зависимости от вашей цели и задачи, вашей уставной деятельности. Это могут быть дети в возрасте от 7 до 14 лет, это подростки, молодежь, молодые семьи. Семьи бывают разные, приемные семьи, бывают ветераны боевых действий, люди старшее поколение, бывают конкретные специализированные целевые группы, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, либо конкретно воспитывающиеся в интернатных учреждениях. То есть вы должны четко прописать целевые группы. Второе – это мы должны понимать о том, что для каждой выбранной целевой группы обозначенным, то есть количество вот этой целевой группы на территории реализации проекта. То есть в селе проживает сколько вообще многодетных семей, сколько детей в ней воспитываются, какие имеются проблемы у этой конкретной целевой группы, в чем истоки, причины проблемы, да, что сейчас проводится для того, чтобы исправить эту ситуацию, но чего не хватает. И вы должны все это указать, да, то есть отражены ли качественные, количественные результаты, то есть сколько человек примет участие, что произойдет в результате проекта, и есть ли мероприятие именно для этой целевой группы в календарном плане проекта. Вот. Следующее, что мы хотим обратить внимание, что мы должны все-таки экспертам доказать, что проблема существует, обосновать социальную проблему. Для этого мы должны не просто вот написать о том, что в настоящее время действительно существует такая-то проблема. Нет, мы должны доказать о том, что проблема существует. Мы можем приложить презентацию о результатах нашего исследования. Мы можем приложить диаграмму опроса, либо таблицу в Excel. Что для этого нужно? Те, кто участвует в фонде президентских грантов, мы все прекрасно знаем о том, что мы прикрепляем прямо ссылку либо из источников средств массовой информации, либо это вот презентация, результаты исследований могут быть на нашем сайте, и мы можем прямо взять ссылку и поставить эту ссылку с сайта прямо в обосновании социальной проблемы. Либо мы можем результаты нашего исследования разместить в Google облаке, либо в Google диске, Mail облаке, и оттуда взять ссылку, открыть доступ и прикрепить
прямо в обосновании социальной проблемы, чтобы эксперты уже открыли по этой ссылке ваши исследования, что вы провели анкетирование, что вы провели опрос. Кроме того, мы можем найти исследования, которые провели наши партнеры, либо организация, которая занимается нашим аналогичной проблемой, и действительно мы можем действительно сказать, что вот такая-то организация провела такое-то исследование, и по этому исследованию вот такая проблема существует. Если как такого исследования нет, то мы можем обратиться к официальной статистике. Официальная статистика, она имеется в докладах министерств, это Министерство образования, Министерство труда, либо доклад уполномоченного по правам ребенка, либо сайт, который имеется Управления Федеральной службы статистики, то мы можем ссылаться на вот эту официальную статистику, указать сайт, либо прямую ссылку. Обратиться в послание Элдархана, послание президента, что это тематика, что этот вопрос, эта тема актуальная, что год объявлен, что 2021 год объявлен годом здоровья, и мы проводим там проект по здоровоизберегающим технологиям, либо по охране здоровья, о том, что в послании Элдархана было указано про будущих поколений, поэтому мы проводим проект в рамках послания президента Российской Федерации или Элдархана. То есть мы должны все время быть в тренде и именно в актуальных вопросах решать, да. Кроме того, могут быть еще ссылки в средствах массовой информации. Мы помним, да, когда была проблема в городе Якутске по бродячим собакам, очень много было публикаций в средствах массовой информации, и проекты по зоозащите, по защите животных в своих заявках прикрепляли именно ссылки вот на эти актуальные актуальные статьи средств массовой информации. Поэтому мы должны перед тем, как подать заявку, понять о том, что действительно какая информация, какой источник информации имеется, который мы с пользой можем использовать именно в пользу своей заявки. Цель проекта. К сожалению, поступают заявки, в которых есть 2 и даже 3 цели. Цель проекта, она должна быть одна, она должна быть конкретна, и она должна быть достижима, она должна быть измерима. То есть, когда эксперты откроют вашу заявку, в первую очередь они, конечно, ознакомятся об обосновании социальной проблемы, о том, что проблема существует. Окей, мы доказали, мы посмотрели краткое описание проекта и поняли о том, что каким образом проект будет реализоваться, на какой территории, сколько человек примут участие, и что в результате проекта произойдет с этими нашими благополучателями. И цель должна быть одна. Результаты проекта. Прежде всего, проект без результатов – это не социальный проект, и результаты проекта, они бывают двух видов. Мы это уже повторяем который раз о том, что есть количественные результаты проекта и есть качественные результаты проекта. Каким образом формируются количественные результаты проекта? Они должны быть прописаны в каждом мероприятии вашего календарного плана. В каждом мероприятии. И это количество участников проекта, она может быть просуммирована, и в итоге мы видим о том, что в каждом мероприятии участвовали по 20 детей или по 10 родителей, и в сумме мы получаем там 100 детей, 100 родителей. И эксперт видит о том, что потому что каждое мероприятие, оно должно нам давать социальный эффект, количественный либо качественный. И эти количественные и качественные результаты у нас суммируются. И в итоге мы прописываем, что действительно, и эксперт видит о том, что действительно в каждом мероприятии мы видим о том, что сколько человек принимает участие, что они получают в результате каждого мероприятия, и в комплексе мы достигаем наших целей и задачи. Еще раз повторяем, количественные результаты – это количество людей, которые ощутят позитивные изменения после осуществления вашего проекта. А качественный результат – это конкретные изменения, которых вы добьетесь. И они должны быть измеримы, они должны быть адекватны, и они должны быть конкретны. Конкретно в отношении одной целевой группы, срока и результата. То есть, если у нас имеется 2-3 целевые группы, то качественные результаты будут у каждого разные, да, что у детей поменяется, вот получат такие-то компетенции, родители получат вот такие компетенции, волонтеры обучатся чему-то, и сколько волонтеров, сколько детей, сколько семей, то есть они должны быть разные. Это самая распространенная и самая простая, доступная схема, какой должен быть социальный проект. Одна цель и 3-4 задачи в зависимости от проблемы.
Но исходя из того, что у нас годовой проект, то я думаю, что 3 задачи достаточно. То есть одна цель, ради которой мы имеем 3 задачи. И от задач у нас идут мероприятия. То есть первая задача, например, скажем, что создание условий благоприятных для социализации, профориентации выпускников детских домов. И у нас получается 2 мероприятия для достижения этой задачи. Да? То есть открываем наставнический центр, либо обучаем там волонтеров, наставников, сроки, количественные и качественные результаты. То есть должна быть такая схема, которая, вот это и есть социальный проект, когда у нас цель, 3 задачи и 7 мероприятий. И то есть каждое мероприятие, оно направлено конкретно под задачу. И вопросы для самопроверки, правильно ли поставлены задачи проекта, все ли задачи напрямую логически связаны с целью проекта. Иногда бывает такое, что появляется какая-то цель, которая вообще не соответствует цели. Если будут решены все задачи, будет ли достигнута цель проекта, достаточно ли мероприятий для решения всех задач. То есть это принцип как раз-таки по составлению мероприятий. Мы об этом тоже говорили, о том, что достаточно ли мероприятий, либо недостаточно мероприятий. То есть мы должны понять, действительно ли я достигну, если я проведу вот это мероприятие, достигну ли я тех качественных и количественных результатов проекта, донесу ли я информацию, получат ли они действительно эти компетенции. Когда мы пишем мероприятие в календарном плане, мы всегда забиваем о том, что же это мероприятие. То есть эксперты должны понимать, где это проводится, почему. Потому что иногда некоммерческие организации пишут республиканские проекты, но почему-то все мероприятия проводятся только в городе Якутске. Каким образом мы докажем экспертам, что это республиканский проект, что в нем участвуют со всех уголков республики, что все районы? Или это онлайн-режим, либо они приезжают к нам, либо мы едем куда-то. То есть место проведения мероприятия, оно должно быть указано. Время проведения мероприятия, содержание, то есть что произойдет в этом мероприятии. Да? Форум проводится, фестиваль проводится, семинар проводится, объем часов, допустим, да, 2 часа или 16 часов, или 32 часа, это разные вещи. Поэтому мы должны указать именно, что происходит в данном мероприятии. И в этом мероприятии примут сколько-то человек, и в этом мероприятии что-то произойдет. Какие улучшения произойдут у наших целевых групп. Вот это нужно конкретно указать в мероприятии календарного плана. И когда вы будете четко, подробно расписывать мероприятие проекта, вам самому будет приятно и видно, действительно ли вы достигаете количественные и качественные результаты. И эксперту будет понятно, что некоммерческая организация компетентна. Они знают, как организовать мероприятие, они куда-то едут и там проводят, оказывается, что они приглашают, либо в онлайн-режиме что-то проводят. И 32 часа, действительно, они за эти 32 часа смогут передать компетенции родителям, либо участникам семинара. То есть все зависит от того, насколько подробно, ясно, самое главное, доступно покажем экспертам, что мы действительно достигнем эти результаты. И эти вопросы для самопроверки. То есть понятно ли из описания мероприятия, зачем, для кого и каким образом они будут проводиться. Все ли целевые группы задействованы в мероприятиях проекта. Иногда про родителей тоже забывают, про волонтеров тоже забывают, но в целевых группах они прописаны. То есть они должны быть прописаны в каком-то мероприятии проекта. И только тогда они считаются целевой группой проекта и благополучателями проекта. Отражает ли календарный план проекта последовательность реализации мероприятий? Чаще мы всего забываем про это, потому что должно быть стартовое мероприятие, либо каким образом мы привлекаем нашу целевую группу к участию в проекте. Это тоже мы должны понять, и эксперты, самое главное, должны понять о том, что проводится информационная кампания, то есть через средства массовой информации, соцсети, через сайт привлекают участники, они проходят анкетирование, заполняют договора волонтеры. То есть мы должны понимать о том, что каким образом наши целевые группы будут задействованы в проект. И в конце обычно в социальном проекте мы подводим итоги. Проводится итоговое мероприятие, награждаются лучшие, проводится конкурс по-разному, да, либо проводится какой-то круглый стол по итогам проекта. То есть должны быть вот такие вот последовательные мероприятия. То есть мы не можем сразу провести там итоговое мероприятие, сразу проводить конкурс без проведения реализации проекта.
на всей ли заявленной территории проекта проводятся мероприятия. То есть мы об этом сказали, да, что в каких регионах, городах, муниципальных образованиях. Достаточно ли мероприятий проекта? То есть есть такой принцип проверки, самопроверки заявки, когда мы идем, наоборот, по обратному пути. То есть мы читаем мероприятия, итоговые мероприятия, мероприятия, которые основные, которые мы провели в течение проекта, стартовые мероприятия, как они пришли к нам в проект, сверяем ее с задачами, действительно ли эти мероприятия будут реализованы так, что будут достигнуты задачи нашего проекта, и действительно ли мы достигнем эти задачи, и исходя из этого мы достигнем цель, а действительно ли цель решает нашу проблему целевой группы. Команда проекта. Команда проекта – это одна из основополагающих аспектов проекта, потому что все-таки проект реализуется людьми. И имеют ли эти люди компетенции, образование, имеют ли эти люди опыт, действительно могут ли наши целевые группы довериться нашей команде, и если мы привлекаем к участию в проекте этих специалистов, тем более, если мы заложили в бюджете оплату труда, то мы должны обязательно в бюджете прописать, что конкретно будет делать этот человек. То есть координатор проекта, что он будет делать, за что он будет отвечать, что будет делать руководитель, что будет делать психолог, что будет делать логопед, что будет делать там тренер по борьбе. Да? То есть мы должны конкретно прописать, чем эти люди будут заниматься. Но кроме того, наша команда должна быть представлена в мероприятиях проекта, что это мероприятие проводится тренером, это мероприятие проводится логопедом, консультация оказывается психологом. То есть все мы должны прописать в мероприятиях и бюджете. И только исходя из этого эксперты поймут о том, что в проекте существует логика, что действительно этой команде проекта можно поставить высокий балл, потому что все сходится и все правильно. Бюджет проекта. По бюджету проекта у нас отдельно был вебинар, который тоже размещен на нашем YouTube-канале. И имеются методические рекомендации на сайте конкурса гранта главы Республики Саха-Якутия, где тоже имеются ограничения, какие мероприятия, какие расходы у нас финансируются, то есть запрещаются, какие расходы вы можете, как говорится, использовать в бюджете, да, то есть в реализации проекта. То есть вот все это мы должны доказать. Кроме того, есть рыночная стоимость, то есть не просто мы берем сумму, да, какую-то, например, приобретаем ноутбук за 45 тысяч рублей. Откуда мы взяли эту сумму? Есть ноутбуки за 35 тысяч. Почему мы берем эту сумму? То есть мы должны прикрепить комментарии бюджета, то есть каждому расходу в бюджете есть такая кнопочка диалоговая, где мы прикрепляем комментарий, что откуда мы берем эту сумму. Либо, допустим, в рамках проекта вы куда-то едете, либо к вам прилетает лектор, и вы заложили ему расходы за проживание, расходы за проезд, за авиабилеты, и откуда вы берете эту сумму, откуда вы взяли 50 тысяч. То есть вы заходите на сайт Главного агентства воздушных сообщений, фильтруете Якутск, Москва, Якутск, берете эту ссылку и прикрепляете прямо в комментарии, потому что на сегодня мы видим бюджет, замечательные проекты, но почему-то бюджеты, они не до конца проработаны. В бюджете отсутствуют комментарии, откуда взята эта сумма и для чего используется то или иное оборудование. Приобретаете принтер для чего? Приобретаете ноутбук для чего? Приобретаете камеру для чего? В каком мероприятии оно будет использовано? То есть все это надо будет доказать, потому что вам доверяют деньги, вам доверяют бюджетные средства, федеральные, региональные средства для того, чтобы вы достигли результат качественный, количественный. То есть нам действительно доверяют деньги. Это безвозмездная сумма денег, которую мы можем не возвратить, если действительно докажем экспертам, что мы сможем это сделать. Письма поддержки. Должны быть письма поддержки от ваших всех партнеров, потому что даже фонд президентства грантов тоже рекомендует брать письма поддержки от всех наших партнеров проекта.
И это, наоборот, приветствуется. И самое главное, в письмах поддержки наши партнеры должны указать, какую помощь они нам оказывают. Информационную, организационную, консультационную. То есть все это должна быть прописано. Либо финансовую помощь. То есть в письмах поддержки не просто, что мы молодцы, что мы реализуем хороший проект и хорошую тему продвигаем, а действительно, что тема актуальна, но в случае победы нашей организации в конкурсе гранта главы, что они окажут такую или конкретную помощь. Да? То есть все это должно быть прописано. Про опыт, информационную открытость и опыт организации. Действительно, в период пандемии ковида к этому критерию стали обращать большое внимание, потому что каким образом наши целевые группы придут к нам, как они поймут, по какому графику, какие ограничения у нас имеются из-за ковида. Не только из-за ковида, вообще как они узнают, что существует такая организация, и как они поймут, что можно нам довериться. Поэтому если у нас имеется страница в сайте, страница в соцсетях, если нет сайтов, да, и публикация в средствах массовой информации. То есть кроме того, что на сайте должна быть основная информация, насколько наша социальная страница в соцсетях отражает нашу деятельность, насколько часто мы публикуемся, о чем мы говорим на наших соцсетях, это первое. И следующее, что должно быть у нас есть 4-й раздел «Организация заявителя заявки, да, на сайте, в личном кабинете». Там мы должны как раз-таки прописать опыт реализации проекта. То есть, если вы начинающая организация, существуете год, но у вас есть проекты, которые вы реализовали, может быть, на свои средства, не всегда сразу имеется возможность получить грант либо субсидию. Поэтому вы все равно должны указать, вообще гранты, субсидии в любом конкурсе эксперты доверяют именно тем организациям, которые имеют хоть какой-то опыт. Поэтому, если у вас есть мини-проекты, провели фестиваль, но это тоже может быть как проект, потому что вы фестиваль провели ради чего-то. Вы провели семейный конкурс, это тоже может быть мини-проект. И вы должны указать, что вы действительно реализовали на собственные средства за 35 тысяч какое-то мероприятие, и вы считаете, что это социальный проект. То есть вы должны доказать экспертам, что вы умеете реализовать мероприятия, что вы умеете реализовать социальные проекты, и о том, что вы можете достигать результата, потому что опыт реализации проектов – это не просто о том, что вы реализовали какой-то проект, какие результаты вы достигли в реализации этого проекта, сколько человек приняли участие в вашем фестивале, в вашем мини-проекте, либо в социальном проекте, либо вы и в результате участия в фестивале, в семейном конкурсе, либо каком-то волонтерском проекте у вас люди что-то улучшила ситуация, из трудной жизни ситуации вышли сколько-то семей, сколько-то детей. То есть вы должны прописать конкретно, что вы достигли. И тогда эксперты считают, да, они реализовали 3 проекта, да, 3 мини-проекта, 50, 35 и 100 тысяч, может быть, на собственные средства, может быть, на какой-то мини-проект какого-то конкурса, может быть, Алмаз-Аргенбанка, да, то и в результате него они достигли такие-то результаты, да, действительно, они имеют опыт, и им можно доверить управление деньгами, управление денежными средствами, да. Вот. И если у вас действительно имеется подтверждающая информация на сайте, либо публикация в соцсетях о том, что вы провели какой-то фестиваль, у вас имеются прекрасные яркие фотографии и информация о том, что ваше мероприятие было проведено, то это тоже хорошо, потому что эксперты видят о том, что вы действительно реализуете системно, постоянно эти мероприятия. Вот. Коротко говоря, вот так вот. И наш телефон 701-082, наша почта, наш Инстаграм, Фейсбук, YouTube-канал, на котором размещены наши вебинары, наш сайт, на котором вы не только можете следить за новостями и конкурсами, да, действующими, но помимо этого вы здесь можете на нашем сайте ercportal.ru можете разместить еще новости о ваших проектах, о вашей деятельности. И как раз-таки эти ссылки вы можете получить для того, чтобы доказать экспертам, что вы информационно открыты, потому что есть такой отдельный критерий по информационной открытости организации. Да, действительно, иногда бывает такое, что информационная открытость хромает, и вы можете не добрать те самые драгоценные 1,5 или половину балла, 0,5 баллов при уже подведении итогов конкурса. Вот.
У нас есть вопросы? Как я открываю? Так, остановить демонстрацию. Давайте мы сейчас посмотрим сайт. Добровольцы, заявка завершена, отправил на консультацию перед модерацией, молодцы. Как я могу предоставить на проверку свой проект, выложенный в портале? Если я отправлю пароль или своего входа в портал, достаточно. Да, действительно, удобно всегда и экспертам проверять заявку, проводить экспертизу заявку по логину пароля. Поэтому действительно вы можете выйти на связь с нашим администратором, либо написать на почте, которую мы в предыдущем... Сейчас мы повторим, да, контакты. Ага. Действительно, если вы отправите логин, пароль, можно зайти в ваш личный кабинет и там же проверить. Так, так, обычно за неделю можно проверить и исправить, говорят. Здравствуйте, если руководитель проекта не состоит в организации, которая подает заявку на грант, это допустимо? Смотрите, руководителем проекта может быть любой человек, да, но подписать заявку может только уполномоченное лицо. Если подписывает заявку, допустим, может быть всякое, да, что руководитель может быть в командировке, печать оставил, либо, да, не может там отправить вам скан документа, заявки, поэтому для этого должна быть доверенность. Но руководителем проекта абсолютно может быть любой человек, член команды. Это допустимо. В эти выходные работаете, будете консультировать. Да, но заранее желательно, чтобы вы сегодня отправили заявку, чтобы мы ее посмотрели, а в выходные вы ее исправляли. Так, все, вопросов нет. Какие есть, у кого какие вопросы? Просим, пожалуйста, внимательно отнестись к подаче заявки. Проверяйте грамматические, орфографические ошибки. Проверяйте, насколько хорошо отсканирован устав перед тем, как ее прикрепить. Сделайте, пожалуйста, презентацию о проекте, чтобы экспертам было намного, как говорится, информация была ясной и доступной, потому что прежде всего презентация проекта, конечно, она больше, шире раскрывает проект, чем нежели, допустим, просто текст. Поэтому вы можете прикрепить фотографии презентации, да, приложить фотографии из ваших предыдущих мероприятий, что и это всегда намного больше влияет на экспертизу. Так, после подачи заявки проверять будут. Если вы подали заявку, то есть если вы нажали кнопку «Уже подать», то есть заявка отправлена, прикрепили форму подтверждения заявки, то, к сожалению, мы уже проверять не будем. Она уже прямиком направляется уже в уполномоченный орган, и оттуда уже направляется экспертам. Экспертам, которые уже будут проверять и ставить вам баллы. Есть опасения, что забыл загрузить требуемые материалы. Вот что беспокоит. Мы будем молиться, что вы все правильно сделали. А сегодня как можно в конце проекта какой? И конца проекта какой? Срок начала работ. Сроки реализации проекта у нас 1 сентября 2021 года, то есть итоги конкурса будут подведены 2020 года, то есть 2021 года, 20 августа. В течение 10 дней с победителями уже будут подписаны соглашения, и вам уже будут переведены победителям денежные средства гранта, и с 1 сентября вы уже начинаете реализовать свой проект. А завершается проект у нас 31 августа 2022 года. Но смотрите, в зависимости от вашей проблематики проект может быть и в течение 10 месяцев, и в течение 11 месяцев, может быть 9 месяцев вам уходит. Все зависит от той проблемы, которую вы выбрали, и насколько вы считаете как эксперт, как автор проекта, что вы действительно достигнете в период реализации проекта. Последний прием 7 июня, 23 часа 30 минут у нас уже закрывается сайт. То есть, точнее, уже вы не сможете отправить заявку.
Если вопросов нет, то я думаю, что мы завершаем наш вебинар. Желаем всем удачи, терпения. И если у вас есть вопросы, то у вас, конечно, есть время сегодня отправить на экспертизу свои проекты. Контакты повторим. Мы повторили. Вот мы от ресурсного центра в чате отправили контактные данные. Телефон, сайт, электронная почта. Желательно отправить на электронную почту свою заявку, либо загрузить, либо отправить логин и пароль. Прописать обратный телефон, куда мы можем позвонить и с вами связаться, провести и дать вам замечание. Все. Удачи всем, успехов, до свидания.